Башкортостан – многонациональный регион. В республике проживает более 160 народов. Как идет образование в школах? Обсудим прямо сейчас вместе с министром образования и науки Республики Башкортостан Айбулатом Хажиным. Айбулат Акилович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время в плотном графике и пришли к нам рассказать, как идет образовательный процесс с точки зрения преподавания родных языков и государственных языков. Республика, как вы сказали, у нас многонациональная, и мы стараемся предоставлять возможности для всех абсолютно детей изучать свой родной язык. Обучение у нас ведется на 6 языках, практически всех народов, которые крупно представлены в нашем регионе, но при этом и изучаем мы 14 языков, как в рамках внеурочной деятельности, так и в рамках воскресных школ. У нас практически все дети охвачены возможностью обучаться или изучать свой родной язык. Вот сейчас идет набор в первые классы. Что нужно знать родителям в первую очередь, да, и какие документы нужно подавать по выбору языков? Право каждого родителя выбрать для себя язык обучения. Второе – это выбрать родной язык. Это новые предметы, которые появились у нас в соответствии с федеральным государственным образовательными стандартами. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Здесь родители выбирают, на каком языке будет преподаваться данные предметы. Ну и дано право республикам в составе Российской Федерации предоставлять возможность для изучения государственных языков каждой республики, каждого национального региона. И вот у нас возможность есть у каждого абсолютно ребенка изучать государственный башкирский язык. Как и когда нужно подавать заявление? Заявления подаются при приеме в образовательную организацию. Как вы знаете, с 1 апреля в этом году начался прием заявлений в первый класс. Подаются заявления различными способами, через электронные каналы связи, через государственные услуги. Можно и лично принести заявление в образовательную организацию. И вот как раз при подаче заявления руководитель образовательной организации или ответственное лицо, которое принимает, в том числе с родителями заполняет соответствующее заявление, в котором указывается, какой язык обучения, и родной язык какой выбирается, ну и, соответственно, какой государственный язык республики будут изучать дети на протяжении всего уровня образования, уровень с 1 по 4 класс. Но здесь хотел бы напомнить, что дети, которые из 4 класса в 5 класс переходят, меняется уровень образования с начального на основное. И здесь тоже появляется такое право у родителей поменять язык обучения, поменять родной язык, на котором они обучались в начальном звене. Наконец, дополнить, если, допустим, они в начальном звене не выбирали в качестве предмета формируемой части образовательной программы учебного плана государственный башкирский язык, здесь они имеют право его дополнить и с 5 класса начать его изучать. Айбулат Акилович, если ученик решил поменять язык, то как происходит процедура здесь? Возможно, это только осуществлять на уровне образования, потому что учебный план формируется не на один класс, а на весь уровень. С 1 по 4, с 5 по 9, с 10 по 11. Но есть еще один вариант. При переводе из одной образовательной организации в другую. Ребенок учился в одной школе, в одном муниципалитете, переезжают родители. И в этом случае у ребенка появляется право сменить язык. Какие языки изучаются как родные в Башкортостане? 6 языков у нас, кроме, конечно, русского родного, у нас изучаются башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский языки. Практически, наверное, всем детям мы предоставляем такую возможность. Если мы говорим пошире поступление в первый класс, то сколько детей мы ожидаем с 1 сентября 2021 года, да, и какие новшества будут действовать? В этом году, как я уже сказал, новые правила приема в образовательную организацию. С 1 апреля мы принимаем заявления у детей, которые территориально относятся к той или иной образовательной организации, а также попадают в эту категорию льготные категории детей. Это льготная категория братья и сестры. Если старший брат или сестра обучаются уже в этой образовательной организации, то ребенок получает приоритетное право зачисления в это образовательное учреждение. Но при этом надо напомнить, что территориальная приписка микрорайонная приписка к этому образовательному учреждению все равно сохраняется. Наконец, есть категория льготных детей сотрудников правоохранительных органов, погибших в горячих точках, которые также получают приоритетное право для зачисления. Вторая волна начинается с 6 июля
Это уже абсолютно для всех детей, которые бы хотели обучаться в той или иной образовательной организации. Но здесь важно помнить, что при наличии свободных мест, то есть контингент в этом образовательном учреждении на данный момент не заполнен. Ожидаем мы, в принципе, не меньшее количество детей, как и в прошлом году. В прошлом году мы 55,5 тысяч детей приняли в первые классы. В этом году ожидаем 55 740 детей. Я не думаю, что эта цифра каким-то образом увеличится или уменьшится. Как правило, это дети наши учтенные, которые из дошкольных учреждений приходят в первый класс. Угу. Ну, в целом, с каким настроением? Ну, только позитив. У нас очень много интересных проектов, которые реализуются в школе. В этом году мы в рамках нашего третьего уже школьного форума «Взлетай» полностью переначим систему школьного самоуправления. У детей появится активная возможность влиять на жизнь в школе, в том числе определенным образом влиять на и учебные процессы, и внеклассную деятельность. У нас активно реализуется национальный проект образования. 205 школ в этом году получают совершенно новое уникальное оборудование в рамках цифровой образовательной среды. 207 школ получают уникальное, опять же, цифровое оборудование по предметам таким, как химия, биология, физика в рамках точек роста. Поэтому сейчас школы получают настолько современное материально-техническое оснащение, которое будет таким мощным драйвером для повышения качества обучения в наших школах. С точки зрения цифровизации образовательного процесса, вот мы видим, насколько активно идет этот процесс, да, как вы оцениваете его в сравнении с другими российскими регионами? Я приведу пример. Прошлый год, когда у нас почти год назад началась ковидная четверть, так называемая, мы тяжело в нее входили, потому что где-то не хватало ресурсов, где-то не хватало компетенций, но быстро достаточно у нас на рельсы было поставлено дистанционное обучение детей, и мы вышли в лидеры среди субъектов Российской Федерации по количеству детей, охваченным онлайн. 87% наших ребятишек ежедневно в онлайн режиме обучались, то есть видели своего учителя воочию, пусть и через экран, но они видели своего учителя и общались с ним посредством именно ВКС-систем, а не через бумажные или электронные носители. Поэтому я могу сказать, что в рамках цифровой трансформации образования мы, конечно, наверное, в первой десятке точно. Ну и тем более большие планы здесь тоже стоят. Интернет будут проводить. В этом году абсолютно все школы, в настоящее время 316 школ, пока еще не имеют широкополосного интернета, но до конца года совместно с Министерством цифрового развития республики все школы будут оснащены вот таким интернетом. Айбулат Вакилович, тоже горячая пора, май-июнь это ЕГЭ. Для 9 и 11 классов какие изменения здесь, да, и вот готовы ли мы? Давайте с 9 класса начнем. С 24 числа у нас начинается кампания для девятиклассников. 2 экзамена они в этом году сдают, только русский язык и математику. Выборных предметов в этом году нет. Дети завершат уже практически выпускные экзамены до конца мая, простите. И с июня они имеют право уже либо подавать заявление на продолжение обучения в 10 классе, либо подавать заявление для обучения в среднем профессиональном образовании. 11-классники. Здесь 2 категории. Дети, которые планируют поступать в высшее учебное заведение, они будут сдавать ЕГЭ. Начинается кампания с 31 мая и продлится на протяжении всего июня месяца. Дети, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение, они будут сдавать так называемый государственный выпускной экзамен. У них тоже он начнется на неделю раньше, всего лишь 2 экзамена, русский язык и математика, после чего будет выдан аттестат, а дальше уже каждый ребенок будет решать, куда он будет поступать, в систему среднего профессионального образования. Молодые люди, наверное, пойдут служить в армию, а дальше у них все дороги открыты. Для все-таки тех детей, которые сдают ЕГЭ, здесь особенности какие? Обязательным предметом остается только русский язык, все остальные предметы по выбору. Кроме того, есть предмет информатика, ИКТ, который в этом году будет сдаваться тоже в обновленном формате, будут сдавать на компьютерах. Так называемый, это впервые история у нас, компьютерный ЕГЭ по ИКТ. Вот в прошлом году действовали ограничения из-за коронавируса, да? В этом году что ждет выпускников с точки зрения Санпин, да, и к чему нужно быть готовым и родителям тоже в том числе?
В принципе, ничего отличного от прошлого года не будет. Также санитарно-эпидемиологический режим будет действовать, температурный режим на входе, дезобработка рук, масочный режим для ребятишек по желанию здесь, повторяюсь, для организаторов обязательно масочный режим. При этом рассадка будет также 1,5-метровая, чтобы соблюдать дистанцию. Вот, наверное, в принципе, это основное, что нового появляется у нас вообще в государственной экзаменационной кампании. Средний балл ЕГЭ вот в Башкортостане по итогам прошлого года, какие выводы вот были сделаны в целом по отрасли, да, по образованию? Вот что здесь основное? Я хочу здесь порадоваться за наших детей, порадоваться за наших коллег, педагогов и родителей, безусловно. В прошлом году дети очень успешно сдали ЕГЭ. По 6 предметам мы превысили свои показатели прошлогодние, то есть 2019 года. По 8 предметам мы превысили среднероссийский показатель. Увеличилось количество 100-бальников, но самое важное для меня всегда был показатель – это количество высокобальников. То есть детей, которые, если условно дробить на 5-бальную систему, которые получили 5, то есть от 80 баллов и выше. Так вот, это количество у нас очень серьезно выросло. Более 3000 детей прибавилось к нам к результатам 2019 года. Вот это, наверное, как раз лучшая оценка качества знаний наших детей. Айбулат Вакилович, ну, вначале мы с вами поговорили про первоклассников будущих, да, в конце интервью практически поговорили про выпускников. Вот вы, как министр образования и науки республики, какие рекомендации можете им дать? Вот это очень волнительная пора. Ну, в первую очередь, конечно же, всегда надеяться на свои силы. Знания, полученные в школе, они очень крепкие, они хорошо сохраняются на протяжении всей жизни, я по себе это могу констатировать. Второе, меньше треволнений. Надо быть уверенным в себе, потому что знаний у вас достаточно. Контрольно-измерительные материалы, как в 9, так и в 11 классе, они полностью соответствуют учебной программе. Ну и, наконец, наверное, уже больше обращений к родителям, чем к детям. Создавайте комфортную, благоприятную среду для детей, потому что для них на самом деле, как бы мы ни увещевали, что надо держать себя в руках, не надо волноваться, они все равно переживают. И вот этот мандраж, он все равно присутствует у каждого ребенка. Поэтому, если мы будем создавать психологически комфортные условия, то ребенку будет проще подготовиться, спокойнее подготовиться к экзаменам. И он, поверьте мне, более успешно проявит себя на экзаменах, покажет самый высокий результат. Ну, это универсальное правило для всех, да, мне кажется. Спасибо большое, Айбулат Вакилович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Мы говорили о первоклассниках и выпускниках школ. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.